недавних пор я вообще не задумывалась о политике и политиках как таковых, но я созрела и начала понимать, что политика — это сфера, где добиваются успеха люди все-таки необычные, непростые, люди не трусливые, люди не глупые, люди не бесталанные. Это в мужской натуре стремиться к власти. Стремление к власти, сила, она должна найти применение. Это сфера политика, она как раз для таких людей, которым нужно поле битвы, чтобы испробовать себя, свои силы, свою харизму, влияние на людей. Хотя бы за это стоит уважать политиков, они в это идут. А еще я подумала, что это распространенное, конечно, мнение, политики делятся, да, на две группы, на две категории. Вот последние 10-20 лет это были люди, которые хотели в политике найти поддержку, может быть, поддержку своим бизнес-проектам, да, своим, лоббировать, может, интересы своих компаний и так далее. Но сейчас, когда все это перестало быть таким легким делом, все-таки законы ужесточились и так далее, я думаю, сейчас место таким людям не в политике, они сейчас сюда не идут. Недавно услышала такое мнение, зачем состоятельному человеку идти в политику, зачем ему нужна лишняя головная боль. Единственным мотивом для человека, состоявшегося, богатого, у которого есть свое дело, пойти в политику, это действительно желание что-то сделать, видимо. А кто конкретно? Я вот это мнение услышала из уст нашего лидера партии «Справедливая Россия». Это бизнесмен преуспевающий. Раньше он был главой компании «Байкал Фарм». Вот. И действительно, я посмотрела, у него умный, интеллектуальный человек, да, у которого нет проблем с материалом, скажем, с материальными средствами, может себе позволить все, он идет в политику и работает там. Действительно, может, хочет изменить жизнь на своей маленькой родине. Еще я подумала, Зовут-то что... как Матханов? Матханов, Иринчей Матханов. И потом, когда нет выбора, это еще одна мотивация. Это как Чингисхан, да? Пришлось ради спокойствия своей семьи ввязываться в политику. Ввязался, и чем все это закончилось. Сильным и умным мужчинам место в политике.